армия, вежи, ежи, далека хольшо, веждикат. Добрый день, уважаемые подписчики, уважаемые друзья. Я сейчас прогуливаюсь по берегу нашего водохранилища в городе Грозный, который называется у нас Грозненское море в обиходе. Вот оно, наше море. С утра небольшой дождик, ветер. Вот вы видите, волны идут. Ветер, дождик. Дождик уже заканчивается вроде бы. Вот такие дела. Мы позавчера, по-моему, выкладывали на канале обращение Исмаила Денирханова, председателя Общественной палаты республики, с информацией о нарушении прав заключенных в ВК-7 в Мордовии. Это к нам на канал ДМО онлайн поступил звонок об этом. Вот мы со своей стороны информацию передали и Исмаилу Денирханову, общественникам, чтобы они по возможности занялись этим. Передали нашим друзьям в Уфсине, чтобы они со своей стороны оказали воздействие на беспредел. В Уфсине, как нам сказали, этим вопросом занимаются. Исмаил Денирханов тоже занимается, с ним уже связывались некоторые из адвокатов с Мордовии, с Чувашией. В общем, вот так вот. На чеченском тоже пару слов. И Гергернах ацер без элла и видео Илларха и нех контакт у майертва. Так Гергернах ушта карур бартон с проблемой ацер. И отчу Иллархам Илланю und эльча шаш хаулстега и хум YouTube ча озвучивать дешхач. Мелла цигот колонишка бол цер хакмиш эрдука. Ацер ценч олца дизи интернет чудилари, YouTube чудилари, цундел диландер и YouTube чу интернет чу ок. А так Гергернахам иштам тайна карур бартон. Далее, где-то неделю назад, последнее, тоже было обращение на канал от одного человека. Имран его звали, он сам в Москве живет. Он сам живет в Москве, но его родственник Аслан Тагиров, проживающий в Ставропольском крае, в одном населенном пункте, сейчас не помню, попал в ситуацию. В общем, он дома что-то там работал с болгаркой и получил травму, несчастный случай. Порезал ногу, очень серьезно порезал. Вызвал скорую, скорая приехала, там что-то ему там сделала укол, типа что-то там помазали, по-моему. Но несмотря на тяжелую рану, они его в больницу не повезли. Они связались со своим главврачом, и главврач сказал, пусть сам добирается. В общем, по этому поводу они звонили. Я сначала связался со специалистами, спросил, правильно ли они, эти врачи, так поступили. Мне ответили, что врачи поступили очень неправильно. Тогда мы информацию передали нашим уважаемым адвокатам, которые ВКонтакте работают с нашим каналом Даймовка онлайн. Они к этому подключились. Двое из наших адвокатов, из наших товарищей адвокатов связались с этим парнем Асланом Тагировым, который пострадал. Уточнили информацию и начали готовить документы
чтобы подать в соответствующие органы. Прокуратура, Следственный комитет, по-моему, еще что-то там. Очень серьезное нарушение. И после этого передали информацию и Исмаилу Денирханову, председателю общественной палаты. Он со своей стороны обратился к коллегам своим, они тоже начали готовить. Потом передали информацию представителю главы Чеченской Республики в Ставропольском крае. Он со своей стороны подключился к этому вопросу, подключил местные надзирающие органы. В общем, тому главврачу, который там отказал в помощи раненому человеку, я думаю, мало точно не покажется. Такие вот дела. Потом вчера вечером, после обеда вчера, связался с нами один человек. Он в Москве. Умер у него брат. Далге Штольца. Так, сегодня он его заберет оттуда. Он умер в больнице. Сегодня он его заберет. Он спрашивал, каким образом довести домой, с кем связаться. Мы связались с представительством главы Чеченской Республики в Москве при президенте России. Вот. Связались с ними. Они дали контакты людей, которые занимаются этими вопросами, которые все вопросы порешают. В общем, проконсультировали, их связали. Это как бы рядовые дни проекта Даймовк онлайн. Вот такие дела. Далге что отсюда вечерно. И что дождь прекратился. Дождик прекратился. Ой, как красиво. Дождь прекратился. Была где-то неделю назад, было и недовольство очередное. Один парень позвонил на наш номер горячей линии, сказал, что у него там с кем-то ссора возникла. Он сам работал охранником в одном из московских магазинов. Сказал, что у него с кем-то возникла ссора, что ссора как бы продолжается, что они на него там в суд хотят подать или что-то такое, ему предъявляют, что он якобы то ли грубо обошелся, то ли еще что-то. Он говорит, что это абсолютно неправда. И получилось так, что он-то позвонил по номеру горячей линии, Аптеев мне передал информацию. Я должен был с ним связаться, но тот в силу загруженности я не смог. Сначала не смог, потом забыл просто-напросто. И получили от этого парня очень гневное письмо. Шухтяш роды дуэл. Телефон туахирос. Шухил был тешем эрнхеласабош. Короче, у меня была на вас надежда. Эта надежда оказалась абсолютно бесполезной. Вы там такие-сякие. Несмотря на то, что в нашей же переписке с этим человеком пару месяцев назад он там тоже обращался. Мы ему тогда еще помогали. Я ему дал тогда номер нашего адвоката в Москве, Саидова Магомедова. У него этот номер был. Вместо того, чтобы просто позвонить Саидову, спросить, как ему действовать в той или иной ситуации. Если не получилось, что я ему не перезвонил, просто не получилось у меня перезвонить. Я получил очень гневное письмо.
عمله أداد مخلل دين تسقى فقر يدرلو يلا هل غوتك هل تسخل إيش دنيا دكر هديدة أسوق تليفون تأخي حاري بس دينك دين خير ده ترس هل تعهم يدير تصور شو مش تمشطق دنيانا تكي دلا ده التوبول مسيرة دو دادي لوين مالخا هشبوري ده بيرت كده دورش ده التوبول